О самых заметных событиях четверга, 6 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Дровяные печи, неисправные обогреватели, пренебрежение правилами безопасности. Все это ведет к возникновению пожаров. Первый зампред правительства проверил готовность якутских огнеборцев. В России стартовала программа по внедрению электронных водительских удостоверений. Расскажем, как это работает. Отсрочка для студентов. Указ, согласно которому дополнительные категории военнообязанных получают отсрочку от частичной мобилизации, опубликован пресс-службой Кремля. Главная воздушная гавань юга Якутии. Продолжается реконструкция аэропорта в Нерюнгри. На каком этапе работы сегодня? Обмен опытом с педагогами международного уровня. В Якутске завершилась переговорная площадка для учителей иностранных языков. В Якутии не прекращают возводить объекты по нацпроектам и госпрограммам. Глава региона Айсан Николаев провел совещание у Перштаба по координации строительства и реконструкции. Рассмотрены вопросы строительства крупнейших объектов соцназначения в Якутске и Улусах: Якутского республиканского онкодиспансера в столице, больничного комплекса в Вилюйске, больницы с поликлиникой в селе Хуну Момского района, больничного комплекса с поликлиникой в поселке Усть-Мая и многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в селе Барагонцы. Глава республики поручил оперативно снять все внутренние административные барьеры. Айсан Николаев подчеркнул, что ввод всех объектов подрядчиками должен пройти строго в утвержденные сроки. А правительственная комиссия под руководством первого зампреда правительства региона Дмитрия Садовникова обсудила перевозки грузов в период навигации. Так, на сегодняшний день с начала навигации отгружено более 1 миллиона 200 тысяч тонн грузов, или 98% от плана. Завоз грузов по арктическим рекам также практически завершен. Арктическую навигацию планируют закрыть до 15 октября. По отдельным направлениям на реке Лена перевозки продолжаются. Завершить навигацию планируют 20 октября. На особом контроле перевозки угля по реке Алдан. Дровяные печи, неисправные или кустарного производства обогреватели, невнимательность или пренебрежение правилами безопасности – все это ведет к возникновению пожаров. Для борьбы с пожарами ежедневно в столице на дежурство заступает более 200 пожарных и 40 единиц техники. Сегодня первый зампред правительства Дмитрий Садовников проверил готовность якутских огнеборцев на примере пожарной части номер 3. С работой пожарных ознакомился и мой коллега Александр Хавренко. С началом отопительного сезона в Якутии наступает и очередной пожароопасный сезон в жилом секторе. Стараясь обогреть свои дома и гаражи, жители города зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности. И тогда на помощь приходят пожарные. На территории Якутского пожарного гарнизона имеется 26 подразделений. Из них 2 аварийно-спасательных формирования на круглосуточном дежурстве, на постоянной основе. И также все территория Якутского гарнизона, скажем, полностью разделена на районы выезда подразделений. На боевом дежурстве заступает ежедневно до 40 единиц техники и более 200 человек личного состава. Пожарная часть номер 3 располагается в микрорайоне Марха. В зоне ее обслуживания Марха, район Кирзавода, Сон-Сатал и прилегающие садово-огороднические товарищества. Район Белого озера и Портовской район до улицы Севастопольской. Время в пути от пожарной части до самой крайней точки района не превышает 10 минут. На боевом дежурстве у нас находится ежедневно до 12 человек личного состава. Это дежурный караул. Дежурный караул несет смену у нас по сутки через трое. И потенциально опасные в районе выезда — это аэропорт ГСМ-сервис, резервуарный парк ЕТЭК, он здесь находится у нас буквально полкилометра, и международный аэропорт имени Платона Аюнского. С готовностью пожарных частей на примере части номер 3 ознакомился первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников. Первому зампреду показали часть, в которой ведут дежурство пожарные, технику, которая готова для выезда в любое время дня и ночи, а также учебно-тренировочный полигон, на котором сотрудники всех пожарных частей отрабатывают практические тренировки и сдают необходимые нормативы. Дмитрий Дмитриевич поставил высокую оценку готовности пожарных к выполнению своих задач. С началом отопительного сезона, в межсезонье у нас начинается такой пожароопасный сезон уже в жилом секторе.
И сегодня надо признать, что в микрорайоне Марха, в Гагаринском округе были такие, скажем, пожары, которых стоит обратить внимание. И здесь мы видим, что все равно боевой расчет и в целом пожарная часть находится в боевом состоянии. И это наш совместный выезд с депутатским корпусом парламента нашей республики и городского округа города Якутск. И я думаю, что коллеги и я осмотром довольны. Несмотря на полную готовность пожарных прийти на помощь, пожарная безопасность в первую очередь зависит от самих горожан. Поэтому, как говорится, лучше, если у пожарных будут сухие рукава. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Далее предлагаем брифинг о вопросах, связанных с частичной мобилизацией. Информацию озвучит заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера началась реализация указа главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева о мерах социальной поддержки семей военнослужащих, мобилизованных на реализацию специальной военной операции на территории Российской Федерации. Необходимо обратить внимание, что за вчерашний день с момента объявления и открытия портала зарегистрировано уже порядка 600 заявлений законных представителей, имеющих право на те или иные льготы, которые предусмотрены, ту или иную помощь, которая предусмотрена указом главы Республики Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что к каждой ситуации мы подходим индивидуально, достаточно тщательно, и они все различны, потому что жизненные ситуации, они действительно не всегда отличаются одна от другой. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание и сегодня заострить внимание на порядке очередности и права очередности единовременной материальной помощи, которая выплачивается однократно в размере 200 тысяч рублей. Выплаты могут получить члены семьи военнослужащего в следующей очередности. Супруга. Если брак не зарегистрирован, то такая помощь также предоставляется и при условии подтверждения совместного проживания. При отсутствии супруги одному из детей, в том числе достигшим совершеннолетнего возраста, при условии совместного проживания с военнослужащим. При отсутствии супруги и детей родителям, опекунам в равных долях. При отсутствии вышеуказанных близких родственников полнородным и неполнородным братьям и сестрам военнослужащего в равных долях. Необходимо обратить внимание, что вот эти категории лиц, они имеют право подать заявление на 200 тысяч, предусмотренные указом главы Республики Саха-Якутия. Еще раз обращаю ваше внимание, что заявление со вчерашнего дня принимается по принципу одного окна через МФЦ и портал государственных муниципальных услуг e-yakutia.ru. При обращении необходимы следующие документы: паспорт и, конечно же, документ, подтверждающий родство. Необходимо обратить внимание, что также нужно при себе иметь номер лицевого счета. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, все остальные данные, которые будут предоставляться от военного комиссариата, Управления Национальной гвардии, МВД, ЗАГС и других органов, МФЦ и Управление социальной защиты на местах запросят, соответственно, самостоятельно. Срок рассмотрения заявок 10 рабочих дней. В особых случаях он может быть продлен на 30 рабочих дней. Каждая ситуация жизненная, она может быть разной. При возникновении вопросов также прошу обращаться на линию 122. Указ, согласно которому аспиранты, врачи, ординаторы и дополнительные категории студентов получают отсрочку от частичной мобилизации, официально опубликован пресс-службой Кремля. Ранее о подписании этого документа рассказал сам президент Владимир Путин. По его словам, отсрочка коснется студентов, которые обучаются на очной и очно-заочной формах и имеющих госаккредитацию в вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые. Как пояснил глава государства, Минобороны изначально докладывала, что конкретные категории граждан не требуется призывать по частичной мобилизации. Десятки ленчан собрались в сквере Старожилов города Ленска на торжественном митинге, посвященном вхождению в состав России новых территорий. Организаторами мероприятия выступила районная администрация. Погода выдалась снежная, ветреная, но на праздничное настроение участников не повлияла.
С историческим событием поздравил присутствующих замглавы Евгений Саморцев, депутаты районного совета и другие гости. Многие участники пришли на митинг с флагами и заранее подготовленными речами, которые произносили с трибун с гордостью и волнением. Мы будем приезжать туда уже в гости, как к себе домой. Когда-то это была как бы страны Советского Союза и территория Советского Союза. И как не повернуть это, люди наши, славяне, россияне, мы все одной крови, как бы, и мы все вместе. Я думаю, мы воссоединились, и все-таки сейчас проходит конфликт. Я вот в том числе в понедельник отправляюсь, и думаю, победа будет за нами. Якутия с тобой. Общественное движение с таким символичным названием сегодня ведет активную работу по сбору необходимого снаряжения для якутян, призванных в рамках частичной мобилизации. К акции подключается все большее число добровольных помощников, среди которых не только крупные сырьевые предприятия и частный бизнес, но и простые граждане, несущие в пункт приема небольшие партии одежды и медикаментов. Кроме этого, в штаб движения «Якутия с тобой» люди приносят письма малышей, которые могут согреть бойца на передовой не меньше, чем теплая одежда. По словам организаторов, любая помощь в это непростое время не лишняя. Это теплая одежда, обувь, это у нас и снаряжение, рюкзаки, спальные мешки, лежаки, наколенники, налокотники. И кроме этого, лекарства нужны. Сейчас же межсезонье, и многие простудились, поэтому нужны им антивирусные препараты, антибиотики, жгуты кровоостанавливающие на всякий случай в аптечке должны класть, обезболивающие против ожогов. То есть мы должны максимально сделать все, что если им вдруг что-то понадобится, это было у них под рукой. Идем далее. Специалисты Якутской республиканской офтальмологической больницы завершили работу в Алданском районе. Там прооперировали более 20 пациентов с диагнозами вторичная катаракта, глаукома и с разрывом сетчатки. В районах хирургические бригады работают параллельно. Одна команда во главе с лазер-хирургом принимает на лазерное лечение патологий и диагностику заболеваний глаза на базе передвижного медкомплекса. Вторая, состоящая из хирургов высшей категории, оперирует в условиях центральной больницы. Медицинский десант работает на базе специализированного передвижного офтальмологического комплекса. Завершив операции в Алдане, далее офтальмологи продолжат работу в Нерюнгринском районе, начав с поселка Большой Хатыми. Между тем продолжается реконструкция аэропорта в Нерюнгри. Напомним, с 2020 года ведутся строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе и других объектах. На каком этапе сейчас строительство, интересовалась Ирина Лазаренко. В прошлом году был завершен первый этап реконструкции аэропорта Нерюнгри и введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса. За рекордно короткие сроки подрядчик алданская компания «Стройдорсервис» выполнил свои обязательства и в этом году приступил ко второму этапу реконструкции. Главное, чего ждут нерюнгринцы, это открытие нового современного аэровокзального комплекса. Он увеличит пропускную способность в 3 раза, что составит 300 человек в час. В аэропорту появятся новые дополнительные стойки регистрации, что сократит скорость обслуживания пассажиров, и будут реализованы все необходимые мероприятия по обслуживанию маломобильных групп населения. Также с реконструкцией здания аэровокзала и с вводом нового здания смогут функционировать зоны повышенной комфортности, комната отдыха для детей и новые точки питания. И сейчас предприятиям нашим ведутся соответствующие переговоры с предпринимателями города Нерюнгри. Сейчас уже завершены работы по возведению монолитного железобетонного каркаса здания, наружных стен, смонтированы перекрытия, идут работы по утеплению кровли здания, кладки внутренних стен и перегородок, начаты работы по внутренней черновой отделке стен и полов, выполняются электротехнические работы. Сроки завершения работы по государственному контракту установлены до конца текущего года. Подрядная организация «Стройдорсервис» прилагает все свои усилия и ресурсы для завершения строительно-монтажных работ в установленные сроки. В период реализации объекта подрядной организации ФКП «Аэропорты Севера» как государственный заказчик столкнулись с различными проблемными вопросами.
объективными, которые привели к снижению темпов выполнения работ по объекту. Причинами задержки срока окончания работ стали нехватка рабочего персонала, введение ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, объявленная частичная мобилизация, внесение изменений в проектное решение и прекращение поставок от зарубежных производителей. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Во всех регионах России стартовала программа по внедрению электронных водительских удостоверений. Документы, дающие право на управление, а также владение автомобилем, закрепят в приложении госуслуги «Авто». А предъявить электронное водительское удостоверение можно будет посредством QR-кода. Обо всем подробнее расскажет Анна Пшенникова. Еще недавно забытое водительское удостоверение могло стать причиной штрафа, а то и отстранения от управления автомобилем. Но с октября этого года ситуация для водителей может кардинально измениться. МВД России совместно с Министерством цифрового развития приступили к опытной эксплуатации сервиса по предъявлению электронного водительского удостоверения в мобильном приложении госуслуги «Авто». С 1 октября этого года, текущего года, можно будет предъявлять водительское удостоверение сотрудникам госавтоинспекции в электронном виде, предоставить сотруднику госавтоинспекции водительское удостоверение в виде фотографии либо скан копии не получится, потребуется полноценная электронная копия, загруженная в приложении госуслуги «Авто». Сейчас система проходит первый этап апробации. Тестирование по расчетам разработчиков займет около 2 недель, а уже во второй половине месяца появится возможность предъявлять пакет автомобильных документов в цифровом формате. Для этого автовладельцам потребуется открыть в приложении QR-код, который сотрудники ГАИ смогут считывать, используя служебные мобильные устройства. Однако и оригинальные носители пока также останутся в ходу. Во-первых, это позволит избежать проблем с возможными неполадками системы на начальном этапе, а во-вторых, поможет представителям старшего поколения привыкнуть к технической новинке. Я думаю, если человек адекватен и в возрасте, даже мой отец 74 года, прекрасно справляется с смартфоном. То есть там ему один раз показать, как говорится, и достаточно. Ну, я вот старшее поколение, как раз мне 60+, и я прекрасно обхожусь со смартфоном. Цифровизация водительских документов позволит упростить множество процессов, которые ранее требовали дополнительных временных трат. В частности, в приложении госуслуги «Авто» можно будет записаться на регистрацию транспортного средства и замену водительских прав, оплатить и обжаловать штрафы и оформить европротокол. Благодаря сервису не нужно будет посещать офис страховой компании, данные поступят онлайн. И на месте происшествия оформление займет не более 30 минут. Сделать фото происшествия, указать информацию о разногласиях и повреждениях транспортных средств. Достаточно, чтобы приложение госуслуги «Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник дорожно-транспортного происшествия должен только подтвердить верность данных, сгенерированных в приложении. Согласно опросу, подавляющее большинство водителей разделяют уверенность профильного министерства в пользе нововведения. Пока удобство сервиса госуслуги «Авто» в особенности отмечают те, кто по рассеянности нередко забывает документы дома. Однако вопрос о том, что будет в случае, если автовладелец забудет и телефон, пока остается открытым. Вероятно, ответ на него будет дан уже в процессе текущей апробации. Анна Пшенникова, Дюлус Иннокентьев, Якутск. Подвели итоги конкурса поддержки детских инновационных центров «Инносфера» целевого фонда будущих поколений Якутии. Конкурс стартовал в середине августа. Участниками стали общеобразовательные учреждения, организации доп. Образования детей, социоориентированные некоммерческие организации. А сегодня в IT-школе победителям конкурса вручили гранты в размере 1 миллиона рублей. Летом мы совместно с нашими партнерами запустили новый проект. Проект называется «Вверх». Это обучение наших детей очень важной и востребованной сейчас в мире компетенции управления беспилотными летательными аппаратами. И я очень рад, что сегодня получил эту награду. Наш коллектив очень рад. В размере 1 миллиона рублей на закупку оборудования, расходных материалов, которые пойдут на обучение наших детей 3 образовательных организаций, на обучение вот этой компетенции. И с 2022 года, с этого года мы начинаем этот проект. Ну а подробнее об этом конкурсе нам расскажет Вадим Яковлев, директор парка будущих поколений. Вадим Гаврилович, здравствуйте.
Вот, только сейчас посмотрели материал про вручение наград победителям конкурса по поддержке детских инновационных центров «Инносфера». Скажите, пожалуйста, сколько всего заявок поступило? Добрый вечер. Целевой фонд «Будущее поколение» уже не первый год проводит этот конкурс. Всего поступило 32 заявки от образовательных организаций, и 18 из них прошли отбор, и из них выбрали 4 лучших проекта. Вообще этот конкурс направлен на развитие интеллектуального потенциала обучающихся и привлечение их к инновационной деятельности путем создания детских инновационных центров. Также сегодня в IT-кубе Якутска состоялась переговорная площадка формирования развития креативных навыков в рамках съезда учителей и педобщественности. Расскажите подробнее об этом мероприятии. Да, мы воспользовались съездом педагогической общественности, когда приехали множество делегатов из различных уголков нашей республики и провели такой круглый стол. Мы с потенциальными партнерами, резидентами, с учреждениями образовательными, которые могли бы вместе с нами развивать креативные навыки у детей. 4 вопроса рассмотрели. Это вот какие направления выбрать из множества направлений креативной индустрии, потом как их, допустим, измерить, допустим, какие-то фестивали, конкурсы провести. Во-вторых, как развивать наставников, которые будут проводить вот эти курсы, образовательные мероприятия. Ну и последнее, как поддерживать лучших ребят. Вадим Гаврилович, напомните, когда будет построен парк будущих поколений? По плану в 2025 году должен быть построен наш центр. Парк будущих поколений будет состоять не только из парковой зоны и здания, она будет содержать также образовательный центр по развитию креативных навыков у детей. Ну а чем сегодня вы занимаетесь в качестве автономной некоммерческой организации? Как работаете совместно с целевым фондом будущих поколений? Да, наш целевой фонд будущих поколений является нашим учредителем. У нас есть миссия, цель такая глобальная. То есть мы должны создать такие условия, чтобы сформировать поколение, которое может достичь глобального успеха в сфере креативных индустрий. То есть так как наши здание построится в 2025 году, но мы начали свои образовательные мероприятия уже сейчас, апробационные мероприятия. Мы проводим различные образовательные курсы по развитию гибких навыков, хардскиллов. Также у нас вот зимой будут 2 больших мероприятия, это медиахакатон и киномания. Также в апреле у нас мы планируем провести большой фестиваль детских креативных индустрий. Вадим Гаврилович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в ваших начинаниях, ну и в будущих проектах. Спасибо большое. Но мы идем далее. В Международной арктической школе завершилась переговорная площадка «Языковая политика в сфере общего образования для учителей иностранных языков». Мероприятие провели в рамках 14-го съезда учителей. Прошли различные мастер-классы, экскурсии и дискуссии. На мероприятии работала наш корреспондент Мария Кардашевская. Insulting part. Oh, I thought you meant skip the insulting the students part. No, you cannot skip this part. It's essential for it. Ученики Международной арктической школы владеют английским языком как родным. Они изучают на нем не только языковой предмет, но и другие. Например, физику, химию, геометрию. Названия аудиторий здесь также написаны на английском. Сегодня учителя одной из ведущих школ столицы республики поделились своим опытом с коллегами из районов. У нас параллельно проходит 2 мероприятия. Это нетворкинг-сессия по языковой политике и мастер-классы педагогов дополнительного образования. В рамках нетворкинг-сессии по языковой политике у нас проходят мастер-классы наших учителей и открытые уроки. Открытые уроки проводят наши учителя-носители английского языка. На 14-й съезд учителей и педагогической общественности традиционно приехали ведущие учителя районов. Одна из них – Сарглана Шарина, педагог с 20-летним стажем. Учитель признается, что с интересом посетила мастер-класс коллег, носителей языка. Я представитель делегации Сунтарского улуса. Мы приехали в количестве 27 человек на 14-й съезд учителей и педагогических работников образования. Мы сегодня здесь будем проходить мастер-классы, смотреть и учиться у других учителей международного уровня. Это нам весьма интересно, конечно. И мы делились своим опытом и набираемся нового опыта.
Кроме английского в школе преподаются и корейский, китайский и немецкий языки. Во время круглого стола присутствующие отметили, что перспективным языком для изучения стал китайский язык. Озвучена идея увеличить количество часов в программе преподавания. Мария Кардашевская, Джулус Иннокентьев, Якутск. Также на съезде учителей глава Якутии А.С.Н. Николаев сообщил о возрождении комплексной спартакиады школьников. Ее финал проведут в июне следующего года в Якутске. Комплексная спартакиада пройдет в следующем году в 3 этапа. Первый этап – школьный с 15 января по 1 мая. Второй этап – муниципальный в районах и городских округах проведут до 15 мая. И третий региональный этап пройдет в Якутске с 1 по 10 июня. Принимают участие команды, в состав которых входят обучающиеся одной школы. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.